Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Блог-аут. О новостях блогосферы на Эхе Москвы в Уфе. Олеся, журналист и блогер. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Здравствуйте. Олесь, отклик был большой. Вот Михаил нам скажет, какие были цифры по этому посту. Пост, который назывался «Как в Уфе разоряют бизнесменов», собрал 106 лайков. Из них 37 возмутительных, 10 сочувствующих и 6 ухты. И 97 комментариев и 11 шерингов. То есть один человек поделились этим постом. Аматорные будки, полугнилой и так далее. И этот договор заключить не удалось, как бы время шло, через полгода появляется претензии из суда, что он должен 6 миллионов за эту самую будку. Нет, не 6, 1,5 миллиона. 1,5 миллиона. 1 350 000 плюс расходы там около 1,5 миллиона получается. И получается, что человек, в общем-то, должен сейчас начать выплачивать деньги за то, что он вообще... Какие-то профессиональные, может быть, профессиональную честь разбудят, и они займутся этим делом серьезно. Там ведь история, он же не только просто в это верил, да, он же подал на апелляцию этого дела, и процесс был запущен, но тем не менее, начался просто отъем. Знаете, просто решение суда было принято по фальшивым документам, и это решение суда начало исполняться. Угу. То есть оно исполнялось. Судебные приставы приезжают и говорят: вот у нас есть решение суда, и мы его будем исполнять. Несмотря на то, что в это время было уже заведено уголовное дело на того Павла Могилевского. Угу. То есть Игорь Сафин сразу же написал заявление о том, что он стал жертвой мошенников, что этот договор фальшивый. Угу. То есть и идет уголовное дело, то есть параллельно идет. Да. Спокойно эти ценности, я так понимаю, сейчас начнут реализовываться. Человек не может, арестованный там все считают, человек не может вести бизнес. Он уже сам попадает, по-моему, в больницу, что-то такое. То есть там уже, в принципе, получается, вместо того, чтобы зарабатывать и технологически просто ходить по судам и решать эту проблему в судебном порядке, идут параллельно. Пока мы дозваниваемся, Олесь, ожидали, что будет такая реакция? Писали ли в личку? Говорили ли о том, что «а зачем вы поднимаете такой пост?» Что хорошо, что вот так, что могло бы быть и хуже? Нет, в личку никто не писал. Могло быть и хуже. Но да, говорили, что хорошо, что не сел. То есть еще и человек невинный, оказывается, у нас может сесть. То есть это совсем уже бредовые комментарии такие. Но тем не менее... Вот нам подсказывают, что Игорь на связи. Игорь, приветствуем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Вот сейчас Олеся рассказала о том посте, который вызвал у нас такой общественный резонанс, и о том, как долго она занимается этой темой. Скажите, пожалуйста, на каком этапе все сейчас и что вы собираетесь делать? На данном этапе у нас, с приставами идет обострение. Приставы у нас имущество забирают, арестовывают. Мы ждем от Следственного комитета предъявления обвинения мошенникам. И ждем суда. Скажите, пожалуйста, вот вы к бизнес-омбудсмену обращались Республики Башкортостан, который по должностным обязанностям своим, должен был бы вам помочь в решении этого вопроса? Он нам помогает. В каком плане? Он устраивает. 2 раза мы ходили к прокурору Башкирии Назарову. Так. Устраивали встречу. Ходили на прием к начальнику Следственного комитета ПРБ Русанову, ходили на прием к министру МВД Дееву. Что говорят все эти люди, к которым вы попадали на прием? Они понимают суть проблемы? Они понимают, но я так понимаю, что они понимают, и дверь закрывается за нами, они это забывают. Все вроде мы решим, все поможем, все вникнем. Следствие уже целый год длится. А какие меры они предлагают по решению, помимо следствия, что еще они предлагают? Только здесь приговор суда по уголовному. Больше никаких решений. Просто есть решение гражданского суда, что взыскать с нас 1,5 миллиона. И все, выполняют это решение, то бишь приставы. Приостановить это решение невозможно никак? Никто вам не предлагал? Что говорят адвокаты, юристы ваши? Только суд. Суд, я здесь понимаю, коррупционная составляющая,
они нам отказывают. Мы уже десяток раз обращались. Игорь, вы знаете, я вот что не пойму, только единственное, вот я вот эту историю уже с разных сторон посмотрела, но ведь есть результаты почерковедческой экспертизы, где сказано, что вот эта подпись подделана. То есть в чем? Это недостаточное основание о признании того, что этого не было? Проведены 4 экспертизы. 4? Да, вот, которые подтверждают, что подпись поддельная, но для решения гражданского суда этого недостаточно. Нужен только приговор по уголовному делу. То есть пока будет выноситься решение и там о возбуждении то есть о суде над мошенником, пока не будет решения суда над мошенником, получается, вы никак не можете приостановить данные события. Суд может, гражданский суд. Вот именно судья Ронжина, которая выносила решение по нам, она может приостановить, но она не хочет. Она не хочет. А как мотивирует судья? Нет. Вы должны отдать деньги. Вот. Ну, здесь, я думаю, коррупционная составляющая. Здесь, в другую инстанцию, выше, в следующую инстанцию судебную вы обращались по этому делу? Дошли до Москвы, до Чайки дошли. Везде писали, везде были. Кассация, апелляция, надзорка, все прошли. Все отказывают. Я так понимаю, что в суде первой инстанции, если ты проиграл, то все, там уже идет как по маслу. Игорь, скажите, пожалуйста, а вот вы каким образом этот процесс переживаете? Я же правильно понимаю, что вот когда вот такая история, тут уже и не до бизнеса совсем. Мы, как говорится, руками, ногами, зубами царапаемся, работаем, нам не дают работать. Все арестовано, машины забрали, базу арестовали. Сейчас вот на данном этапе нас с базы хотят выгнать. Вот. В принципе, суды идут, все идет. На каком основании они? Они вот, приставы, сделали акт, и что по этому акту накладывается арест на нашу базу и без права использования. Ну подождите, база стоила 6 миллионов, а как бы дело о 1,3 миллиона, и как бы как можно арестовать базу в таком случае? Для обеспечения выплаты долга. Да, там, получается, они где-то в районе 9 миллионов у нас всего арестовали. Скажите, пожалуйста, вот такой важный момент. У нас программа «Блокаут». Мы смотрим, как публикации вообще в сети влияют потом на реальность, что происходит по итогам всего этого. Вы вот после обращения к Олесе, после того, как она об этом рассказала, как-то среда поменялась? Что произошло? Ненадолго. Вроде приставы немножко притихли, вроде бы по следствию какие-то подвижки пошли, там еще одну экспертизу назначили, вот. А потом все это, как сказать, забывается и уже, как сказать, вот сейчас вот она помогает нам, опять вроде немножко у нас подвижки пошли, вроде опять приставы. То есть общественное мнение в какой-то мере все-таки влияет. Смотрите, интересный момент. У нас Радий Хабиров постоянно говорит о том, что все чиновники должны работать для того, чтобы помогать предпринимателям, чтобы республика богатела, развивалась, народ республики процветал. У вас есть реальная проблема, которая связана непосредственно вот с проблемой чиновников. Пробовали ли вы обращаться в администрацию президента по этому вопросу и так далее? 2 раза обращались. Радий Хабиров сам не отвечает за него, помощники отвечают, что мы этими вопросами не занимаемся. Мы занимаемся освещением улиц, ремонтом дорог, строительством квартир, а эти вопросы это не к нам. Игорь, какие ваши действия сейчас будут? Что планируете? Сейчас вот получается, наше уголовное дело на стадии предъявления обвинения. Все, обвинение предъявят, уже пойдем в суд, будет, дай бог, приговор. Я больше чем уверен, оправдательного не будет приговора после проведенной работы следственной. Вот, будем ждать. И еще такой момент, последний вопрос. Что вы посоветуете тем предпринимателям, которые никогда с этим не сталкивались, делать или не делать так, чтобы они никогда с этим и не столкнулись? Никогда никому не верить на слово. Все оформлять документально, чтобы все договоры купли-продажи и иные документы подписывались у вас на глазах. Друзья, не друзья, родственники. Все
должно быть документально. Вот. Ну, если кто-то попал в такую ситуацию, как наша, да, вот, ну, мое мнение, надо бороться до конца. Пускай даже очень мало справедливости в нашей жизни, законы там, как говорится, работают через раз, ну, надо бороться. Спасибо, Игорь. Мы желаем удачи со своей стороны. Да, будем следить за этой проблемой. Спасибо вам большое, держитесь. Мы с вами. Слушайте, вот, можно вот комментарий, да? Вот мне вот кажется, вот судья Ронжина, она вообще не волнуется, вот завтра к ней придет человек, скажет: вы мне продали машину, отдавайте ключи, вот решение другого судьи. Но ведь это же, ну, просто как бы на уровне там любого человека, за любого человека можно расписаться, принести договор, там, выгнать из квартиры, забрать машину, забрать бизнес. Ну, это же бред, если на таком уровне там 4 инстанции говорят, что подпись не твоя, а у тебя начинают изымать имущество. Ну, это же идиотизм вот просто. Игорь, на самом деле, я не знаю, обратили вы на это внимание или нет, сказал такую ключевую вещь. Если вот эта вот машина процессуальная заработала, что уже вот эти прошли моменты, откатить ее обратно крайне сложно. То есть я думаю, что вот я хочу у Олеси такой вот момент спросить, когда об этом впервые вышло на эфире, там, в эфире БСТ, какая была реакция? С чьей стороны? Со стороны органов, принимающих решения, органов, которые защищают бизнес. Мы делали запрос в Следственный комитет, и вот Следственный комитет, мне кажется, они всерьез занялись тогда как раз. И мы им рассказали, что потерпевших несколько, мы брали интервью у других потерпевших, которые рассказывали аналогично, что были подделаны документы, но они решили, знаете как, лучше не связываться, лучше заплатить. Потому что связываться с нашими судами... Вот Игорь, кстати, мне сказал, что он потратил уже больше денег на вот эти все судебные тяжбы, но для него принципиально справедливости добиться. А другие пострадавшие, они уже просто заплатили и отказались дальше бороться. И я думала, честно говоря, что следователи схватятся, потому что мы сделали такую классную передачу, в которой, в принципе, все дают интервью, все рассказывают. Мы прям это вот настолько очевидно, что это несколько человек говорят одно и то же, да, то есть уже схема видна. Я думала, что схватятся за это следователи, что мы как бы половину работы за них сделали, нашли этих людей, и что они какое-то одно общее дело сделают. Но в итоге дело было касалось только Игоря Сафина. То есть они не стали сводить все в одно дело и стали отдельно рассматривать. Но я думаю, что хотя бы то, что вот началось такое движение, это, наверное, благодаря тому, что вышла передача. Началось расследование и так далее. Давайте про справедливость поговорим еще в одной теме, которую хотелось бы обсудить в нашей программе. Пост на этот раз, опять же, ньюсмейкер этой недели, пост Олеси, посвященный проблемам здравоохранения. Вообще это, конечно, общероссийская история по тому, как получить услуги в рамках обязательного медицинского страхования. Вот сейчас Михаил нам расскажет, какая реакция была. За статистику, да. Теория забывания, да? Задалбывания, извините. Я вот выучен, это я прям думаю будет хэштег. Теория задалбывания, в которой Олеся рассказывает, как, в общем, надо действовать, чтобы добиться своего, набрала 164 лайка. Причем вот здесь интересно, 130 лайков, вот чистых, я так понимаю, люди просто себе скопировали это все. 29 сердечек, 5 ухты, 48 комментариев и 9 человек поделились этой проблемой. Как работает теория задалбывания, в чем там проблема? Посвятите нас концептуально. Давайте я начну со своей личной темы. Да? Вот несколько лет назад я ждала ребенка, пошла в клинику, и у меня потребовали деньги за УЗИ. Я возмутилась, потому что я сама лично работала тогда на БСТ, я снимала передачи о том, какое у нас хорошее здравоохранение, и у меня просят деньги за УЗИ. Я прекрасно знаю, что беременным УЗИ бесплатно. И тогда я сказала врачу, я говорю, почему вы требуете у меня деньги, у нас бесплатная медицина? И она мне в наглую отвечает, где вы видели бесплатную медицину? И вот я вышла, и, видимо, у меня были тогда гормоны, я вот шла и плакала. Представляете, я шла и плакала. Я думала, наверное, надо вот завтра заплатить и так далее. Но когда я пришла домой, я подумала, а почему я должна подчиняться? Пойду-ка я завтра к заведующей. Вот, я пошла к заведующей консультации, говорю, что такое, почему вы берете деньги с беременных, я сейчас дальше пойду и так далее. Она вызвала врача,
что вы так делать не будем. В общем, и в итоге все у меня было нормально. Было бесплатно. Да, все было бесплатно. А что сказал врач, когда ее вызвали? Она улыбалась. Мне знаете, что показалось? Что она даже рада. Она рада тому, что, то есть она вот, возможно, она даже не хотела. Мне кажется, такая система, которая заставляет врачей, то есть их ставят в такие условия. Берите деньги с пациентов. Да, они вынуждены. То есть заведующая ее ругает, а та ей улыбается. Иван Не, это про то, что нашелся человек, который наконец сказал, что вот это несправедливо, и она внутренне это поддерживает, и вроде как, но не может действовать иначе. Ну и смотрите, я потом не отказалась от ее лечения. То есть мы с ней прошли всю беременность. Она достаточно грамотный специалист, хороший. Мне показалось, что она обрадовалась тому, что вот, ее вынуждали, скорее всего, брать деньги с пациентов. То есть сверху было указание. И вот эта теория зародилась с того, что если ты скажешь, да, не бери, я не дам вам денег, пойдешь дальше, выше, то есть, возможно, как-то все это дойдет до до министров, допустим, которые скажут, что действительно у нас не хватает лекарств, у нас не хватает врачей. А вы давайте думаете, там не знают? Вопросы. Они знают, но, наверное, не хватает какого-то давления снизу. Мне кажется, должно быть давление снизу от нас. А вот тот пост, который вы написали, который вызвал такое количество комментариев, почему обратила внимание на него я? Потому что он типичный, более того, многие люди об этом и не пишут. Но вот я сразу вспоминаю пост Гульнары Хамиевой, которая рассказывала о том, как она свою маму пыталась положить в больницу, и ей как раз вместо полиса, там, да, обязательно медицинского страхования, говорят, пожалуйста, вот платная история, вот или будьте в нечеловеческих условиях. Мы это обсудили уже вот в личной беседе. Тут к нам приходит наш друг и рассказывает всю ту же самую историю уже с угрозой для жизни, когда человека нужно было из района перевозить сюда, а сказали, нет, и на вас это вообще не распространяется. И вот здесь я просто хочу вот эту вот мысль сейчас с вами обсудить. Я поняла, в какой момент человек принимает вот это вот решение. И вот было вот две диаметральные истории. Гульнара сказала, я из принципа там пошла там, к главврачу, я там не буду вам платить. А там молодой человек, который с нами был, сказал, мы подумали, что, может быть, если вот настолько все несправедливо, но нам же все равно нужно спасать человека, да и бог с ними. И вот где вот этот вот момент, может быть, тогда, ее честь и там как бы совесть, раз уж так сложилось, то, да и ладно, не будем бороться с этими там ветряными мельницами и будем поступать вот так. И тема здравоохранения сейчас вот ключевая. Почему еще в рамках страны, вы видели, да, как, я не побоюсь этого слова, отбили свою коллегу кировские врачи, которые встали и одновременно сказали, что вот вам 1000 заявлений, если вы тронете одного нашего человека, мы все и уйдем отсюда. Вот. Теория задалбывания. Как она работает и работала ли в случае, когда вы были сотрудником БСТ? В моем случае? Конкретно, если люди обращаются вообще к журналистам, да, вы это имеете в виду? Да. Что происходит? Вот когда обращаются к журналистам, а мы здесь все присутствующие из медиасферы, и вообще там есть какой-то вот такой запрос, вы дальше отправляете его, мы дальше отправляем его официально по закону о СМИ, мы имеем на это право, и в течение 7 дней нам обязаны на это ответить. Вот. Ваших запросов боялись? На ваши запросы отвечали? Вас могли проигнорировать, когда вы... Вы чувствовали, что да, вы реально можете помочь этим людям? Да, мы чувствовали, что мы реально можем помочь людям. Вот буквально в сентябре к нам обратилась женщина, тоже последняя надежда, ей негде было жить. Тоже она стала жертвой мошенников, но есть такая ситуация, вот человек становится жертвой мошенников, и вроде бы он должен рассчитывать на помощь властей, да? С кем не бывает. Да, его же обманули, запутали. Да, его обманули, запутали, тем более мать с 2 детьми, мать-одиночка, да, и вот не было понимания со стороны администрации. Типа сама виновата? Да, сама виновата, разбирайся. Тогда человек брошен. И она пришла к нам и сказала, вы моя последняя надежда, это женщина из города Октябрьского. Мы сняли передачу, съездили в Октябрьский, и в итоге администрация выделила ей комнату. Это было... Смотрите, интересный момент, да, вот мы затрагиваем. Эти два случая, в принципе, они объединены. То есть в обществе назрела
назрел запрос на справедливость. Мы наконец поняли, что тот самый капитализм — это не когда каждый за себя, а когда прежде всего действует закон. Когда закон обеспечивает те самые частные права, ради которого капитализм и строился, в общем-то. И этот закон обеспечивает какие-то нормативы, которые должны выдерживаться. Мы все платим налоги, мы должны получать вот тот минимальный хотя бы минимум, который прописан в законодательстве. Когда с нами поступают несправедливо простые чиновники или простые госслужащие, или люди, работающие, подчиняющиеся министерству, ведь это не частные клиники, не в частной клинике происходит даже, вдруг человек оказывается наедине с вот этим беспределом. Ему некуда обратиться, администрация отворачивается, суды там, следствие принимает долго-долго решения, а у человека прямо сейчас все горит, вот прямо сейчас что-то происходит. Вот учитывая, что у нас минута до конца эфира, я хочу все-таки... К чему я это? Да. Я хочу сказать, что мне кажется, вот политическая воля на то и существует, чтобы такие решения принимались как можно скорее, чтобы было страшно отказать этим людям и не решить в ускоренных сроках подобные дела. Я могу вот что сказать. Я в прошлом работала с обращениями граждан как раз в администрации главы республики. И коллективные обращения рассматриваются в первую очередь. Все виды отписок мне знакомы, поэтому и не отписок тоже. Тут другой вопрос. А если программа была эффективна, я имею в виду дознание, что сейчас с этой программой происходит? Где она? Но с Нового года дознание в эфир не выходит. Мне сказали... То есть все вопросы решены? Да. Ну, я надеюсь, что вопросы, которые действительно волнуют людей, будут действительно решены, и мы продолжим общение за эфиром. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в трансляции в Фейсбуке и на Ютьюбе. А мне бы хотелось всех, кого волнует, чтобы программа дознания все-таки вышла, поставьте свои лайки в поддержку этого и напишите просто хэштег дознания. Посмотрим, как это сработает в интернете. Абсолютно согласна. И в 14:35 на следующей неделе мы вас ждем. Спасибо. Спасибо.